Обряд в защиту участников спецоперации на Украине провели хакасские шаманы. Они просили духов земли поддержать наших бойцов. За таинством на хребте Сахсыр наблюдали наши корреспонденты. Как только последние лучи солнца скрылись за горизонтом, Валерий Николаевич приступил к последним приготовлениям. С виду обычный местный житель, на самом деле старший шаман. Именно он бросил клич среди своих – обратиться к высшим силам. Обряд провели по всем канонам в качестве подношения духом голова быка. Там еще кое-что заложено, я об этом говорить не буду. Кое-что есть там внутри, но сакрально. Единственное желание, чтобы ребята все вернулись живыми, здоровыми. Сложившаяся в мире ситуация сподвигла общину обратиться сразу ко всем духам хакасской земли. Жертвенный костер расположили у подножия горы Таас-Хаза. Это место сакральное для хакасов. Считается, что на священном хребте Сахсыр когда-то жили древние, а каменная возвышенность тысячи лет назад была настоящей крепостью. Обряд начался с появлением первых звезд на небосклоне, и первое, что сделали дети степей, покормили богиню огня. Просто завораживающее зрелище, а поистине уникальный даже исторический момент. Уже давно так много шаманов рода не собиралось в одном месте, а тот обряд, на котором нам разрешили присутствовать, и вовсе проводят впервые. Поэтому и нет заранее подготовленного гимна, то есть молитвы, поясняют шаманы. Песнопение приходит уже во время таинства. За последние полвека, а может и больше, шаманы впервые обращаются в том числе к духу тьмы. К нему единственная просьба – больше не забирать жизни молодых парней. Ведомые ритмичной музыкой бубнов, шаманы будто впадают в транс, как они говорят сами, держат связь с космосом. Но не только посылают просьбы Вселенной, но и пытаются заглянуть в будущее. Это уже не секрет. С древнейших времен эти люди считались и целителями, и провидцами. Потом я ушла на север, это туда, и там вот я видела много кораблей и очень много воды. Вот там в основном шло. Еще долго после обряда участники не расходились. Все увиденное нужно было сложить в единую картину. Но главное уже известно. Духи в эту ночь были благосклонны. По костру это принято. То, что вот сейчас как костер горел, вы сами видели. Все было замечательно. Просьбы приняты. Видение, имею в виду, было у наших шаманов. Все связано с водой. И ощущение того, что вот непонятно, север принесет успокоение. Хакасия не единственная территория, где решили помочь российской армии таким нестандартным способом. Бурятские, тувинские, якутские родовые шаманы уже провели не один священный ритуал. Но по большому счету не важно, к кому обращаются шаманы и другие жители нашей республики и страны. Главное здесь сила веры. Она действительно творит чудеса. Мария Добрынина, Арсений Симонов, Вести Хакасия.